Добрый вечер, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Как раз настраиваю тут, и минут через 5-6 уже начну. Опубликовал здесь анонс, что эфир будет 20:30. Машу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Амин. Шабдан Ниязов. Амин, я Аллах. Хочу начать ровно 20:30. Это по европейскому времени. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллах, дико, могшал шадик, дико, алхамдулиллах. Allah рейсхаю. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chechen blogger in English. Wa alaikum assalam, Ашвол. Я сейчас на русском буду все-таки. Это наш брат Абдулмалик из Англии. Очень приятно видеть тебя, брат, и всех наших братьев. Хасан Багаев, амин, я Аллах. Массейра дольце Аллах газут. Побыл. Далдыхал бойлыш. Так, Эмир Хатаб. Ва алейкум ассалам. Кардашволи. Қитам сақис ва алиязуч. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Золотое руно. Ва алейкум ассалам. Анзор ваш отец. Анзор ваш отец, рахимулла, был после Дудаева президентом или до Дудаева? Далгазат Колбалдор Цешина Амин, я Аллах. Нет, нашим первым президентом был Джохар Дудаев. Вот. Затем, после убийства нашего первого президента Джохара Дудаева, по Конституции, вместо него, это было во время Первой русско-чеченской войны, был Зелимхан Яндарбиев. И затем уже после окончания Первой русско-чеченской войны мы провели выборы. И там уже на этих выборах избрали нашего, можно сказать, второго президента на выборах. Государство Ичкерия делама усал хумшо аязваш беша хо шушадерша инс шукуч паэсан яхцелеч на душу. Государство Ичкерия. Ичкерим люхалдер шушадерша шукучка. Сейчас, секунду. Ладно, скорее всего, начну я. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую вас всех, братья, сестры, друзья. И начну с вопросов. Так, какое ВВП было у ЧРИ? На этот вопрос я не могу ответить, я скажу прямо. Далее. Владимир, Анзор, есть такое понятие, как Чеченский кодекс или что-то в этом роде, да, что в этом духе. Да, есть такое, мы этот кодекс называем Нохчалла, то есть быть чеченцем. Имеется в виду кодекс чести.
Ну, там много пунктов, которых нужно соблюдать, чтобы быть настоящим чеченцем, как у нас говорится. Вот. Ну, так коротко. Chechen blogger in English, Allah Azad Qobul Doyway, Daqil Khanzir Presidenti. آمين يا الله مسيرة وبوصل ويجري يجري مسيرة الله غازت قوبل دول سير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين يا الله مسيرة دول سير الله غازت قوبل Шабдан Ниязов. Чем занимался Зелимхан Яндарбиев в Эмиратах до его убийства? Нет, он сначала жил в Арабских Эмиратах, затем он оттуда переехал и жил в Катаре. Там его и убили. Кстати, убили в тот момент, когда он возвращался после пятничной утренней молитвы. Вот. И это было в Катаре. А чем он занимался? Я знаю, что он писал книгу и занимался, скажем, информационной вот такой деятельностью. Chechen blogger in English. Анзор, я хотел бы задать тебе вопросы, если ты смог бы ответить на них. Абдулмалик, иншаллах, я постараюсь ответить на любой твой вопрос. Так что я готов. Золотое руно. Очень приятно, мне тоже приятно вас читать. И даже вот в последнее время так получилось, что я мог встретиться с некоторыми из своих подписчиков, там встречались, вот, имею контакты. Очень приятно. Так, Яндарбиева Макка. Сюдика Масейраху, Сюдика Аладалши Аман Твоел. Приятно видеть тебя. Мне тоже, как я только что сказал, приятно читать вас. Лариса. Марина Делер Машал. Лариса. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Владимир, Анзор, как вы относитесь, что сейчас в Грузии происходит, Майдан и к Саакашвили? Ну, давай вот так оставим Майдан, оставим Саакашвили. Я за то, чтобы грузинский народ был единым, вот, и поняли правильность пути. Вот, и я имею в виду то, что заигрывать с Россией это опасно. Опасно. Это то, что сегодня пытается делать Россия во всех государствах, там, Грузия, Азербайджан, там, и другие республики Кавказа. То есть это на руку Кремлю. Я надеюсь, что у вас будет единство и свобода. Свобода народа. Анзор, брат, сколько тебе лет? Ты очень молодо выглядишь, но седой. Я уже давно так уже отвечаю на этот вопрос, но это и отвечаю таким образом. 27 говорю. Ну, это, конечно, шутка. Так, добрый вечер. Золотое руно. Я постараюсь ответить на ваши все вопросы. Не знаю, сколько будет длиться эфир. В общем, посмотрим. И золотое руно отвечу вот так. Простите за вопрос. Кто и за что убил Асана Масадова и в каких годах это было? Извините меня за вопросы по истории. Нет, мы историю должны хранить и передавать ее нашим потомкам. Именно правду
что творилось, что происходит, и сегодняшние события. Все это надо сохранить и передать тем, которые придут за нами. Это очень важно. Вот. И отвечая на вопрос, кто и за что убил Аслана Масхадова, и в каких годах это было. Это было в 2005 году, именно 8 марта, то есть сегодняшний день. Это было утром, это было в селении Толстой-Юрт по улице Суворова, 1. Вот. И убили российские террористы. То есть там уже действовала группа спецназа, которая прилетела из Москвы, приземлилась в Моздоке, оттуда на вертолетах прилетели в Толстой-Юрт, затем окружили дом, в котором находился наш президент, вот, и штурмовали этот дом. И это, как я сказал, произошло в 2005 году, 8 марта, утром, именно в Толстой-Юрте. Столица мира, как с вами связаться? Ну, у меня есть Инстаграм, у меня есть Фейсбук под своим именем. Вот. Chechen Blogger in English. Анзор, можете рассказать, как и когда убили Аслана Масхадова? Я только что ответил на вопрос Золотое руно, вот ему, вот ей, не знаю, кто там. В общем, еще раз повторюсь, российские террористы делали все, чтобы узнать, где он находится, наш президент Аслан Масхадов. Вот. Пытались найти это место. И я знаю, что он в то время находился в Толстой-Юрте уже несколько месяцев, скажем, где-то с ноября месяца, вот так точно. И в этом доме, где его убили, он встречался с Шамилем Басаевым и Абдулхалимом Садулаевым. Это была очень важная встреча, очень важная встреча. То есть Аслан Масхадов готовил вот такой шаг к миру, то есть призыва к миру, как и он потом это сделал. Он остановил своим приказом вооруженную борьбу в одностороннем порядке. То есть остановил войну в одностороннем порядке и предложил России мир. Именно вот когда наш президент предложил России мир, он был и убит. И как я сказал, это произошло 8 марта утром 2005 года в селе Толстой-Юрт. Да, и как я сейчас еще раз повторюсь, в этом доме прошла встреча с Абдулхалимом Садулаевым и Шамилем Басаевым. Именно до того, как Масхадов приостановил боевые действия в одностороннем порядке, ему было очень важно, чтобы все военные подразделения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия подчинились этому приказу, потому что, как мы раньше в то время и говорили, во время активных боевых действий, были такие люди, которые действовали независимо от командования, это разные группы, вот, скажем, непримиримые такие группы. Вот, и нужно было их, чтобы они подчинились этому приказу, чтобы действительно вот, война была приостановлена в одностороннем порядке. Вот. И одним таким человеком являлся Шамиль Басаев. Да, действительно так. Все остальные, кроме нас, его называли то радикалом, то и так далее, и тому подобное. Вот. И на этой встрече был такой разговор. Аслан Масхадов говорил, вот, ты взял захват заложников в Нордосте на себя, там, захват заложников в Беслане тоже на себя взял, и другие акции берешь на себя, делал ты или нет.
и что это очень плохо влияет, негативно влияет на наше сопротивление. Вот. И Шамиль Басаев тогда сказал, что с русскими оккупантами надо делать то, что они делают с нами. То есть, как бы логика, да? Если они нас убивают, почему мы их не убиваем? Почему мы не можем захватывать их заложники? Когда они захватили всю нашу республику, убивают во время зачисток, там, наносят бомбовые удары. Почему мы не можем сделать так, сказал Шамиль Басаев. И уже Абдулхалим Садулаев сказал, что мы по религии даже не можем приступать своего врага, то есть быть похожим на этого врага. Вот. И после такого разговора Шамиль Басаев действительно дал, скажем, слово, клятву, что больше никаких акций, таких акций не будет совершено. И действительно он сдержал свое слово на самом деле. Вот для чего была важна эта встреча. Жаннат, соблюдалось ли этот кодекс, так называемый чеченский? Если соблюдалось, почему между вами грызня? Я не знаю, между кем грызня, о ком ты говоришь, то есть не знаю. Вот. Тот, кто соблюдает чеченский кодекс, который действительно может называть себя нохчо, то есть чеченцем, тот не будет влезать в такую грызню и будет далеко от этой грязни. Дивизионист, сейчас, секунду, вы быстро пишете, но я пытаюсь успевать. Анзор, как по-твоему, в чем причина, что Чечня не смогла одолеть Россию? Ну как в чем? Мы прекрасно понимали, что мы не можем, мы можем умереть, но не сдаться. Вот. А одержать какие-то победы вот над Россией мы перед собой такие цели не ставили. Да, наша сторона, чеченское сопротивление, одерживала победы в боях, вот, и враг нас боялся. Ну, вот что мы могли делать. И да, действительно, в 1996 году, в августе, мы провели крупномасштабную операцию, когда этому врагу, российской армии, пришлось капитулировать. Вот так вот. А так, одолеть Россию, ну, мы даже по сегодняшний день не ставим такую цель перед собой. Если бы у нас были бы такие силы, нас бы лучше оставили в покое. Оставили бы нас, оставили бы другие республики, государства, а не шашкой махать над головой ржавой. Эль-Батар Висхан, который был со Сланом, тебе кто приходится, Анзор? Аль-Батар, это сын моей двоюродной сестры. Эмин Бабаев, валикум салам, брат. Как ты думаешь, как закончится война? Я, конечно, предсказать это не могу. Я не могу знать, когда закончится эта война. Я не знаю, про которую войну ты говоришь. В мире их несколько. Но я думаю, что это все-таки будет длиться долго. Потому что это интересы разных стран. Алан Азад, приветствую, тоже добро пожаловать, очень рад видеть тебя, брат. Столица мира. Ну, раз уж есть информация, как я сказал, со мной можно связаться. Саурон, то, что рассказал Висхан, это правда? Я могу опровергнуть вот эту правду в кавычках.
У меня есть кое-какие доказательства, расследования. Вот. Я даже в своих видео говорил, да, русская пропаганда пытается внушить нам всем, что Масхадов был убит Висханом, то есть его племянником. Но дело в том, что выстрелов было не один или два, а было 5 выстрелов. 5 пуль попало в нашего президента. И эти 5 пуль вошли с разных сторон и под разными углами. Анзор, хозяин дома Юсупов, был где убили Аслана. Да, он был в этом доме. Его семья там была, то есть того Юсупова, о котором ты говоришь. Арбузов Денис насчет видеоматериала про Абу Аль-Валида. Ну, я сейчас, конечно же, не буду говорить то, что есть или нету, потому что я сегодня выкладываю то, что могу выкладывать. Вот так. Сейчас, секундочку. Чечен блогер in English. Связь походу опаздывает. Нет, я просто пытаюсь успевать за вашими вопросами. Муслим Бой. Наследие вашего отца продолжает вдохновлять тех, кто добивается независимости Чечни. Ну, я поправлю чуть-чуть. Независимости Ичкерии. Независимости нашего народа. Вот. И это не наследие моего отца, вот как ты пишешь, брат. Это наследие наших предков, всех наших героев, которые отдали свои жизни в этой борьбе. Вот. Ну, хотя я понимаю, как ты говоришь, как ты пишешь, я просто чуть-чуть подкорректировал. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мелхи Борс Маршвол. Так, Мик Бек. Анзор, отец в каком звании уволился из советской армии? Он был полковником советской армии на генеральской должности. И я помню по рассказам, конечно, это было в 1992 году, когда Аслан Масхадов уволился из советской армии. И он уволился оттуда в связи с событиями в разных республиках. Ну, скажем, в то время Азербайджан, Грузия, Ингушетия, там, Осетия, Литва, где уже советская армия начала убивать свой же народ, как бы. Вот. И Аслан Масхадов сказал, что он не хочет служить в той армии, которая убивает свой народ. Вот так он ушел оттуда и ушел в звании полковника на генеральской должности. И вот то, что я хотел сказать, его сослуживец ему сказал, что вот, Аслан, почему ты уходишь из армии? Вот, Масхадов говорит, что он не хочет уже больше служить в армии, уеду на свою родину, а там будет дальше видно. Вот. И тогда ему его сослуживец сказал: нет, Аслан, ты не сможешь уйти из армии, это твое военное дело. Вот. И тем более тебе уже скоро должны дать генерала. Вот, что он сказал. Нет. Он принял такое решение и уехал. То есть мы приехали из Литвы к себе на родину. Владимир Анзор, я задам довольно радикальный вопрос. Как вы относитесь к радикализации движения в Ичкерии в 2000-х годах?
и создания Кавказского Эмирата, и совершали ли некоторые лица преступления против человека. Кто совершал преступление и как это совершалось, это, конечно, все нужно доказать, должен пройти суд, потом уже называть виновников. Вот как это должно было бы быть, а не так, чтобы повесить ярлык, вот он террорист, вот он радикал, вот он совершил военные преступления без каких-либо доказательств и так далее. Но наша сторона, наши лидеры всегда предлагали такое, что раз уж у вас есть такие претензии, что чеченцы там вооруженные люди, там, которые воюют против российских террористов, совершали какие-то преступления, то наша сторона, чеченская сторона, готова к разбирательству. То есть мы будем судить ваших и будем судить и наших. Вот такой вариант тоже предлагали. И, конечно, Россия не хотела пойти на это, потому что все прекрасно знают и помнят вот эти зачистки, вот эти бомбежки всех мирных сел, вот, в результате чего было убито более 300 тысяч мирных жителей. Вот. То есть мы предлагали такой вариант. А насчет радикализации, скажем, кого-то из чеченцев, знаете, а что бы вы сделали? Я никого не оправдываю, конечно, но что бы вы сделали, если бы у вас убили бы семью, к примеру, одной бомбой? Или там, если бы члена вашей семьи взяли бы там, забрали бы, увезли, потом закопали живьем? Или связав вместе там людей, взорвали бы, и вы узнали бы потом, что это ваш родственник, там куски мяса вот так валяются, как это было в Грозном в 2000 году, кажется. Вот. Что бы вы сделали? Я никак не оправдываю терроризм, не оправдываю радикализации там или радикалов. Нет. Вот почему чеченцы вставали воевать. И они вставали мстить этим российским оккупантам. Так, золотое руно. А Шамиль Басаев после Аслана Масхадова президентом или как? Нет, Шамиль Басаев не был президентом. Чечен-блогер. Так, что-то я, кажется, твой вопрос пропустил. То, что я вижу. Нашел. Была ли у Аслана Масхадова какая-то мечта насчет устройства чеченского государства, о которой вы считаете, что важно не забывать, важно воплотить в жизнь после деоккупации? Но, как и все наши лидеры, Аслан Масхадов всегда говорил и всегда подчеркивал, что мы должны построить свое независимое чеченское государство. То есть в такой форме, когда мы все это возрождали, когда мы становились на этот путь, на путь независимости, то есть еще со времен нашего первого президента Джохара Дудаева, то есть начато им. Вот. И сегодня появляются такие люди, которые вот говорят, что должна быть такая форма государства. Другие говорят, нет, должна быть другая форма там. Кто-то предлагает Горскую республику, кто-то протекторат там предлагает и так далее и тому подобное. Мы, если чтим наших героев, наших лидеров, наших братьев и сестер, которые отдали свою жизнь в этой борьбе против российских оккупантов, ничего не должны менять. Ни флага, ни форму нашего государства. Дойти до той цели, чтобы создать, вот как говорили наши лидеры,
наше независимое чеченское государство. Лучшие книги. Анзор, как думаешь, что будет с Россией после войны с Украиной? И будет ли Россия платить репарации Украине или нет? Нет, как думаешь? То, что сейчас происходит с Россией, опять же скажу, как говорили наши лидеры. Именно вот я помню слова Аслана Масхадова, который сказал, что Путин добивает Россию. И он его действительно добил. Сейчас Россия где-то на последнем плане, внизу. Наверху-то она никогда не была. То есть он ее добил, он ее уничтожил. И вот что будет после войны с Украиной. Я не знаю, если к власти придет нормальный, адекватный человек, который будет думать о своем народе и строить хорошие дружеские отношения со своими соседями, то она может сохраниться. А так нет, она развалится. Туда и дорога. Оля, насчет Шамиля Басаева. Ну да, я его тоже знал с 93-го года, когда мы уже приехали домой, на свою родину. Отец пошел к Джохару Дудаеву, он его назначил начальником главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, и потом уже Шамиль, у него был разведывательно-десантный диверсионный батальон, вот, который он возглавлял, был командиром. И с тех пор я его знаю, с 93-го года. Знал. Юмор с прекрасным чувством юмора. Да, юмор у него был. Bad Bros так. Анзор, если Россия когда-нибудь распадется, то я бы назвал это событие великий раскол. Какой бы вы придумали исторический термин для этого события? Ну как какой? Как я только что уже как бы коротко сказал. Но если распадется, туда ей дорога. Она это заслужила. А вот насчет термина исторического, это будет победа, просто коротко, победа. Победа других народов. Наверное, самих русских тоже. Скорее всего, это пойдет им на пользу, если Россия распадется. Муслимбой. А правда, что вы были командиром повстанческих сил, руководивших атаками на российские военные и правительственные объекты? Нет, я не был командиром. Тем более не мог бы быть командиром повстанческих сил. У нас было чеченское сопротивление. У нас были вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. И были диверсионные группы, которые могли действовать там независимо. Вот мой ответ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сайфуддин Халаревич. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. My brother. I can't believe it's been 18 years already. Sorry, I can't switch to Cyrillic on the device. Okay.
Do we know each other? Степан Бандера опять. Валейкум ассалам, Саваш. Из Украины пишет. Алхамдулилlah, дико, алхамдулилlah. Амин, Аллах, борца бойлы. Вайкоми, Амин, Аллах. Да, войзерсун, Аллах, ялс меня хаш войлы. И многие люди, но не стоит этих воинов. Конечно, не стоит. Аллах разут побыл, всем масыра. Так, алейкум ассалам. Тут пишет, Анзор, как думаешь, насколько целесообразно вооруженное сопротивление как один из вариантов ослабить Россию? Она и так уже слабая. А сопротивляться мы должны. И, как уже видно, это в интересах наших народов, всех народов, которые окружают Россию, потому что жить рядом с такой Россией – это очень опасно. Очень опасно. И должны знать урок чеченцев, грузин, украинцев, что, имею в виду, что в любое время Россия может навязать войну любому из этих народов. Поэтому целесообразно сопротивляться этому режиму путинскому. Так, Чечен блогер in English. По поводу Аслана Масхадова. Что вы можете посоветовать прочесть про Аслана Масхадова на английском языке? Возможно, книгу или статью. Но сейчас англоязычных, на английском языке есть некоторые книги, в которых пишут про наших лидеров, про Джохара Дудаева, про Аслана Масхадова. В целом книги на английском языке нет про Аслана Масхадова. Есть одна книга, она написана на норвежском языке. Я ее издавал в 2009 году. Так бы посоветовать, если так на русском, очень интересная книга, где автором является Аслан Масхадов. Называется книга «Честь дороже жизни». Элла, Анзор, скажите, пожалуйста, почему чеченцы влазят в другие конфликты? Я имею в виду, когда Басаев воевал в Карабахе. И чеченцы откровенно ненавидят армян, очень обидно. В общем, если так отвечать коротко на этот вопрос, то скажу так, что, конечно, обидно, когда на Кавказе идут войны за интересы России. Потому что любая из этих войн, которая была у нас на Кавказе, это было из-за интересов этой России. Она нам всегда навязывала войну. Хотя могли жить спокойно в мире. Мик Бек, Анзор, скажи, там есть насчет разногласия, просто не буду полностью перечитывать сообщение.
вопрос про разногласия и недопонимание. В чем между вами есть разногласия? Когда меня не трогают, я тоже никого не трону. А если тронут, то пожалеют. Так, Оля, Анзор, люди, которые не прошли все ужасы этой войны, никогда не поймут нашу боль и злость. Сколько мы похоронили родных, близких людей, близких соседей. Память не сотрешь, и это с нами до конца дней. Так оно и есть. Кто не видел, кто не испытал это на себе, им будет сложно что-то говорить про вот такие ужасы. Мы это прошли. Мы это прошли. Каждая семья, каждый чеченец потерял в этой войне, навязанной нам России, близких людей, друзей, родственников. Вот. И мы знаем, что такое война и к чему она приводит. Ну, конечно, мы ничего поделать с этим не могли, ну, в том плане, что не мы ее начинали, а нам ее навязывали. Владимир, Анзор, можете объяснить некоторые исторические, этнические вопросы, которые я не смог найти в интернете. Как правильно, чеченец или ичкериец? И почему вместе используется чеченская и ичкерийская? Ну, если так разобраться, то нас нужно называть Нохчо. То есть мы между собой говорим, что мы Нохчо. Вот. Да, другие там, кто-то на русском называет нас чеченцами, на английском чеченц, на норвежском чеченере. Вот. И каждый на своем языке может по-разному, у них разные слова. Слово ичкериец, нет, это неправильное название, что я не чеченец, а ичкериец. Нет, это неправильно. Я Нохчо. Chechen Blogger in English. Что вы думаете насчет идеи создать базу данных журналистов европейских, англоязычных, украинских, которые адекватно освещают чеченскую тему? Если честно, брат Абдулмалик, я в эту идею не верю, что кто-то из журналистов там, или там, правозащитников вместе соберутся и вместе создадут тему, вот эту, такую вот базу большую. Нет, мы в первую очередь должны сами создать ее, мы сами должны ее создать. Для своих интересов, для интересов чеченского народа. Ну, я бы сейчас развил бы эту тему, но я не хочу все сейчас рассказывать об этом, но мы можем об этом поговорить позже. И плюсы, и минусы. Райн, валейкум ассалам варахматуллахи ва баракату. Сегодня смотрел ролик у Фейгина, где Аслан Масхадов, рахимуллах, в горбольнице. У тебя такая же манера речи, как у твоего отца. Ну, вам виднее, вам лучше знать. Да, я помню эти записи в горбольнице. Там находился военный штаб, его перенесли из президентского дворца, когда уже президентский дворец был полностью разрушен. И штаб перенесли на другую сторону Сунжи, то есть
Горбаницу. Чечен-блогер in English. И к которым можно обращаться в таких случаях, как, скажем, когда мы проводили акцию в поддержку Амины Герихановой. Мы проводили. Ну, ты, скорее всего, про общую базу данных. Ну, мы поговорим об этом, Абдулмалик. А так, тема, конечно, очень важная и интересная. Андрей Евгеньевич, я вас тоже приветствую. Слышал от одного чеченца о случае, когда ваш отец на митинге бросил куртку в толпу, сказав: продайте ее, если вам это поможет, когда у него спросили про зарплаты в республике. Это правда? Нет, там было совсем по-другому. Он там такие слова не говорил. Я этот день помню. Я помню, откуда пришли эти люди. Вот так. Сказали, говорили, что вот в республике нет денег, нет зарплат. А вот вы там ходите в кожаных куртках. Вот так было сказано из толпы. Он молча снял с себя куртку, и охранники передали ему эту куртку. Вот так. Он даже слова там не сказал. Да, в республике тогда была сложная ситуация. Война закончилась победой чеченских вооруженных сил, с чем не могла смириться Россия, и Россия начала проводить разного рода провокации. Это информационная блокада, блокада полной республики, транспорт, во всем. Начали провоцировать внутри. То есть готовили население и даже соседи и весь мир к новой войне, которую они потом развязали в 1999 году. То есть такая цель была создать образ бандита, террориста, душегуба. И вот там пришли российские войска наводить порядок в такой форме. И они старались. Кража людей. Это одна цепочка. Цепочка от российских спецслужб. И спровоцировали население. Да, были сложности. В республике не было денег. Это можно понять, конечно же, когда такая блокада. Такие провокации, полностью уничтожены города и села. Нам не помогали, как помогает сегодня Украине. Никто не помогал. Абдулла Асаба, алейкум салам, брат. Скажи, пожалуйста, какое у тебя отношение с Исламом Белокиевым? У меня нормальные, хорошие, братские отношения с Исламом. Мара Рама. Как я не люблю этот вопрос на самом деле. Ладно, отвечу. Вы участвовали в первой русско-чеченской войне? Пожалуйста, ответьте. Да, я участник первой русско-чеченской войны. Не участвовал во время второй русско-чеченской войны, но занимался этой публичной деятельностью, скажем так, информационной борьбой. И выполнял указания своего президента. Выступления на конференциях, встречи там, и так далее. То есть делал то, что говорил мне наш президент. А так, хоть какое, но участие, да, в первой войне было. Чечен-блогер Абдулмалик. Сейчас, секунду. Ларис Халак. Куда же делся этот вопрос? Что-то я его потерял.
Угу. Нашел. У меня экран маленький, аппаратура очень слабая. Вот, но приходится вот так. Ну, сложновато имеется в виду следить за монитором. Chechen Blogger in English. Насколько сложно быть сыном такого известного отца? Это скорее всего, скорее мешает или помогает в активизме. Какие от этого сложности и в чем это наоборот помогает? Я никогда не считал себя выше кого-либо, любого человека, и не считал себя ниже. Мы все равны, тем более перед Аллахом. Вот. А насчет сложно ли быть, скажу так коротко. Да, сложно. В какой-то степени, да, сложность есть. Арбузов Денис. Анзор, а вы лично виделись с Шамилем Басаевым? Да, я много раз его видел. С 93-го года, как я буквально сейчас недавно говорил. Помню, один раз выходили вместе из окружения во время Первой российско-чеченской войны. Потом были также несколько раз во время военных операций. Это тоже, скажем, начало 90-х. Вот. Оля. Анзора у Шамиля в батальоне начальником штаба был Ламбада. Он очень гордился этим. Всегда говорил: Аслан у Джахара начальник штаба. Аслан у Джахара начальник штаба, а я у Шамиля. Аллах газыт қобыл дөрсе масера Ламбад Аил бір Адаев Аил Шамил Басаев Ша Болвай Вежри Ижри Аллах газыт қобыл дөрсе. Да, конечно, я помню вот Ламбаду, его так называли, это действительно был мужественный человек с большой буквы, добрый, искренний, патриот своего народа. Воевал, был хорошим воином и был убит в начале января на ЖД вокзале, в центре города Грозного, вот, воюя против Майкопской бригады, вот, которую уничтожили. А тело нашего брата Али Адаева не было найдено. Я помню, мы той зимой 95-го года ездили на разные кладбища и мечети, расспрашивая, если похоронили они ли такого человека, описывая этого человека. В общем, не нашли его тело. Аллах газыт қобыл дөрсе масира. Когда будет освобождение Чеченской Республики? Нет, Чеченской Республики Ичкерия, временно оккупированная Российской Федерацией. Когда будет ее освобождение, я, конечно, это сказать не могу. Не знаете также и вы. Но я уверен просто, что к этому идет. И, скорее всего, скоро оно и будет, иншаллах. Владимир. Анзор, книга «Честь дороже жизни» публикуется в Украине, даже была замечена у Залужного. Украинским языком будет «Честь дороже за життя».
Да, я помню, те люди, которые занимались вот переводом, публикацией этой книги, связались со мной и спрашивали меня насчет авторства, могут ли они распечатать эту книгу. Ну, я дал им такое право. Вот. Чечен блогер in English. Так, есть слухи, что Аслана Масхадова убили 6 марта. Не мог бы ты прокомментировать про это? Да, я знаю, что... Давай так конкретно скажу, как есть. У меня тут было видео, снятое осенью прошлого года. Вот, как раз таки я там осуждал группу некоторых лиц, которые пытались исказить вот эту дату, а также исказить ту настоящую версию убийства нашего президента. Вот. Нет, наш президент был убит утром 8 марта и был убит в селении Толстой-Юрт. И давай скажу так, что Закаев вот, пытался исказить вот эту версию убийства Аслана Масхадова. Он преподнес это, как бы сказать это помягче. Я скажу как есть, как бы наплевательски, оскорбляя честь нашего президента. Он это преподнес в том порядке, что якобы Аслан Масхадов пошел с 2 людьми на переговоры с русскими, потом его захватили, потом они, русские, его убили 6 марта, и 8 марта они принесли тело его в Толстой-Юрт и подкинули это тело. Вот. Я потом опроверг эту информацию. И, конечно, наши враги тоже выдвигали разные версии, чтобы запутать это все. Что якобы его родственник убил Аслана Масхадова, что якобы кто-то сдал место расположения координаты, где находился наш президент. Все это неправда. Муслимбой. Анзор, брат, можешь подробно объяснить, кто такой сепаратист? Сепаратист – это который от чего-то отделяется. Separate на английском, ну как бы, делить. Вот. Вот как это переводится, это не русское слово. Олег Деев. Анзор, примите, пожалуйста, соболезнования по поводу убийства вашего отца. Великий герой чеченского народа. Спасибо, Олег. Очень приятно. Приятно ваше отношение к героям чеченского народа. У каждого народа они есть. И мы чтим своих героев, вот, своих лидеров. Спасибо вам. Б.Р. Брайт. Анзор, тяжело, наверное, морально соответствовать той планке, что установил героический отец. Ну, каждый из нас, у каждого из нас есть или был отец, и мы как-то стараемся хоть в чем-то, но быть похожими на своих отцов, не только на своих отцов, на своих дедов, прадедов. Вот. И вот насчет планки. Планку нам определяет Всевышний Аллах. Есть дозволенное и недозволенное. То есть мы не должны
переходить вот эту планку и соответствовать вот дозволенному. Алейкум ассалам ва-рамтуллахи ва-баракатуху, несущий мир, другие наши братья и сестры. Так, Майк Бек. Анзор недавно ушел из жизни. Руслан Хасбулатов. Что ты думаешь о нем и его политической деятельности? Ну, я и раньше говорил, что если бы Руслан Хасбулатов принял бы сторону чеченского народа, то он мог бы принести пользу нашему народу. Огромную пользу на самом деле. Вот. У него были такие возможности. Да, действительно, это был профессор, был умный человек. Вот. Но он принял сторону этих бандитов, так называемой оппозиции в то время, то есть российскую сторону, которая хотела начать войну. Да, я помню слова Руслана Хасбулатова. Я не все, конечно, сейчас буду говорить, этого человека нет в живых. Но я помню слова Руслана Хасбулатова, когда он сказал в 1994 году, летом, где-то в августе это было: я захвачу город Грозный. Вот. Просто вот эти пару слов. Где-то он выступал на митинге на окраине Грозного. Где-то так, кажется, было. И он сказал вот эти слова. И он сказал, что захватит Грозный. У кого? Вопрос. У кого? То есть он был готов забрать Грозный у чеченцев, проливая кровь. Да, Алан Азад, не пишите, пожалуйста, про этого человека. Да, действительно. Жанна Адамова. Да, конечно, можно спросить. Так, Мара Арама. Правда ли, что вы наладили связь в Грозном на 2 частотах для знаменитой спецоперации в 1996 году? Ответьте, пожалуйста. Да, это правда. Я помню, в 1996 году, вот до проведения этой операции, меня вызывает отец и говорит, ну это было в одном из горных сел. Он у меня спросил: ты сможешь выучить компьютер за 1 неделю? Ну, а я в то время вообще до компьютера не дотронулся и не знал, что это такое. Ну, знать-то знал, как знали мы все, но пользоваться не мог. И он меня спросил: сможешь ли ты выучить компьютер за неделю? Ну, что я отвечу отцу? Я не смог бы сказать нет. Я сказал да. И вот, как ты написал, брат, я выучил этот компьютер, там, программирование и так далее за неделю. И настроил все рации, можно сказать, радиостанции. Это ездил в Грозный даже через эти блокпосты. Потом ездил по разным районам республики, тоже через разные блокпосты. В Шатое был у Гилаева, вот, его подразделение. То есть мы готовились к этой операции тщательно, наладили хорошую связь. Действительно, нам удалось установить такую связь, ретрансляторы поставили в разных направлениях. И после победы уже, после капитуляции российских войск, мы как-то едем в машине,
нас 4-5 в машине. Вы, наверное, кто-то помнит, что были совместные комендатуры, российско-чеченские комендатуры в Грозном. Вот. И уже вопрос шел о выводе войск, российских войск из Ичкерии. И мы уже вместе с русскими офицерами ехали в машине. Мы ехали из Грозного в Ачхой-Мартан. Вот вместе. То есть уже как бы наступил мир, поэтому ехали. И я как-то разговариваю по рации, и с одним человеком разговариваю по рации. И этот русский офицер, он звание где-то майор, подполковник, вот так, он спрашивает: а можно спросить? Я говорю: да, ну, конечно, можно. А тот человек, с кем вы разговариваете, где он сейчас находится? Я говорю: в Шатое. Он такой удивился: ну как это? Я говорю: да, что в Шатое. Ах, вот почему вы выиграли, он вот так сказал. А у них-то связь очень плохая была. Все вот это старое советское оборудование. А у нас были Моторолы, там Изи, Алинко, разные рации. Оля, видимо, ты тоже знаешь про Ламбаду, про Али Адаева. Прочту твое сообщение, тоже интересно. Анзор про юмор наших братьев. Ламбада, то есть Али Адаев, всегда рвался в бой. Он не знал слова «страх». Поэтому Шамиль говорил, то есть Шамиль Басаев говорил: с нами Аллах, 3 пулемета и ламбада, поэтому мы победим. Да, действительно, вот таких личностей, наших героев, был такой юмор. И даже на войне шутили. На войне шутили. Ламбада, Али Адаев, действительно вот, рвался в бой, был хорошим воином, знал вот как, где действовать. И как-то я родственникам Али Адаева рассказывал такое, что я должен быть благодарен Али за то, что я жив. Один раз мы ехали колонной, с нами 2 танка, Шилка, МТЛБ, вот, и другие военные машины. Мы едем, и нас начали обстреливать с 2 высоток, слева и справа. И мы не знали, откуда стреляют. В общем, стреляли из всего там стрелкового оружия, пулеметы, автоматы, АГС, и Шилка по нам стреляла. Вот. И в этой ситуации, ну, конечно же, сразу будет паника, бывает паника во время внезапного обстрела. Мы не знаем, откуда стреляет, а он, имея опыт, Али Адаев, имея опыт, быстро развернул свои пулеметы ДШК, которые были на 3 ножках, и начал обстреливать их позиции. После обстрела этими ДШК те заткнулись. Мы уже начали атаку. Подбили их танк, потом БТР. Вот. Allah razı olsun. Mesela. Да, кстати, книга от Ильяса Ахмадова на английском. Chechny's Secret Wartime Diplomacy. Aslам Асад and the Quest for a Peaceful Resolution. Он тут советует книгу.
Так, я уже скоро буду завершать эфир. Сейчас я дочитаю ваши вопросы и уже завершу. Анзор, брат, действительно ли президент Аслан Масхадов стремился создать в Ичкерии демократическое и светское государство в 1997 году? Наш президент, как и другие наши лидеры, были сторонниками того, чтобы создать именно чеченское государство, которое не противоречит исламу, нашей религии, и нашим чеченским адатам. Иван Петров сейчас тут пишет насчет Кадырова. Первый вопрос за сегодняшний день про Кадырова. Действительно, я не люблю про него говорить что-либо. Но я сейчас хочу найти одну ссылку. Если я ее найду. Так. В Ютубе есть такое видео Ханбиев как лицо Кадырова. Помощь Ханбиева. Найди это видео и посмотри где-то на 6-й минуте, что ли. Там я предупреждал Кадырова в прошлом году. Вот. И сейчас отвечу на твой вопрос. Анзор, как думаешь, почему Кадыров так сильно поправился? У него депрессия. Это стресс, это невысыпание, это шок, паника, все вместе. И что я сказал в этом видео? Я сказал, что скоро посажу тебя на таблетки. Как говорится, будешь на аптеку работать. Вот что произошло. Вот он сейчас на таблетках. СС, так. Валейкум ассалам, Саваш. Allah deqa wer hada tkhahami wash wa yaqom qona Khalid. Allah reis khil Savaş. Masu wa dabon bol. Vejri yiji Allah deqa bol. Allah gazat qobol verse masira. Хорошо насчет Алексаняна. Постараюсь найти. Ладно, тогда я завершаю сейчас. Вот. Конечно, хотелось бы больше рассказать. Но именно та планка, что про своего родного человека говорить сложновато, да. Но здесь я как бы ее не хочу ее приступать, но и говорю то, что могу сказать. Про отца, конечно же, я мог бы много чего рассказать. Но я никогда абсолютно не разделял своего близкого человека от других. То есть все наши герои, и братья, и сестры, которые отдали свои жизни, вот, для меня одинаково. Пусть Аллах помилует их всех. Аллах азат кобал дольсер. Теперь я ухожу на какое-то время, не знаю, когда будет следующий эфир. Не знаю, когда будет следующий эфир, но я постараюсь. С техникой пока я разобраться не могу. У меня тут кое-да как, в общем. Но, иншаллах, вернемся.
Благодарю за ваши вопросы, за ваше мнение, за ваши сообщения. Рыжая лисичка, Аллах рискую. Вам тоже спокойной ночи. Ну все тогда, спасибо вам. Берегите себя, свое здоровье и желаю вам всем мира. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.